сказать, что я выйду во столько-то, буду говорить о том-то, о том-то. Продублировать это в сторис, напомнить за день, напомнить в этот день и выйти в сторис. В прямой эфир. Сегодня не снимаю прямой эфир. Так я всегда снимаю, когда выступаю, я снимаю. Вот. Здесь также может быть и продающий, можно здесь продать и консультацию, и все что угодно, и тренинг, и последнее место. Салон красоты вообще классно. У вас, например, девочка пришла на преображение, вы ее взяли, но с ее согласия, сняли ее, и люди просто обалдели от счастья и пришли к вам, потому что вы показали, как это происходит у вас. Еще очень важный инструмент, прямой эфир, что можно сделать? Можно реально показать вашу жизнь в вашем салоне, то есть походить, показать, как у вас изнутри все находится. Потому что у меня был нехороший опыт, реально нехороший, когда аккаунт был кайфовый, весь красивый, тексты хорошие. Мне говорят адрес, я приезжаю, подвальное помещение, темное. Ну, я очень спускаюсь так, тут секс-шоп, тут еще что-то, тут мужики, и тут, короче, салон. Если бы не эта процедура, которая мне нужна была, я бы сбежала. То есть люди показывают так красивую, а вот этот момент не учитывают. А еще потом эта женщина мне нахамила. Ну и, в общем, короче, прямой эфир показывает именно то, как ты разговариваешь, то, как вы ведете. Прямой эфир подходит под любой бизнес. Не важно, что вы продаете. Абсолютно недвижимость, хорошо недвижимость. Ветеринарный, хорошо ветеринарный. Запчасти, все что угодно можно продать с помощью прямых эфиров. Сейчас добавили нам функцию, это когда можно одновременно запускать 2 человека. Это объединяет, это, получается, перемешивает аудиторию. То есть, получается, если я буду проводить с кем-то прямой эфир, то будут люди смотреть и мои подписчики, и его подписчики придут ко мне и будут смотреть этот общий эфир. То есть 2 аккаунта объединяются и смотрят один общий эфир. Здесь тоже можно все что угодно делать. Например, это очень круто, когда, например, вы, например, зовете косметолога, да, если у вас нету косметолога, ну или там вот массаж. Она, например, рассказывает про массаж, да, про виды массажа, доктор там приходит, рассказывает. То есть твоим подписчикам это тоже полезно. И здесь также можно объединять сферы очень хорошо. То же самое, да, и обмениваться информацией. Вопрос-ответ. Здесь можно даже отзыв. Вот вы, как это происходит? Вы проводите прямой эфир, и те люди, которые вас смотрят, там они появляются как зрители. Вы на них открываете, только зритель может вступить в двойной эфир. Если человек не смотрит сейчас ваш эфир, вы его пригласить не сможете. Вы нажимаете «Пригласить в прямой эфир», и все, и он выходит. Например, вы увидели, что ваш клиент вышел в прямой эфир. Например, вы нажимаете на нее и спрашиваете ее мнение. Понравилось ей, не понравилось. Негативный отзыв – это тоже отзыв, это важно. И выложить мнение – это очень важно. Мы запустили сейчас клиента, и она звонит радостно. Настя, я с прямых эфиров продала 3 продажи на 5000. Ну, то есть у нее чек 5000, ну там ее программа. Я за один эфир продала 3 она продала программы. Вы представляете, какой счастливый человек? Она полчаса отдалась прямому эфиру, она его проводила очень живо. То есть не сидела вот так, ну, короче, вот так было. Вот, короче, тут. Вот. Здесь нужно очень живо, очень нужно рассказывать, нужно показывать. Лучше проводить стоя, да, когда ты можешь жестикулировать, когда ты можешь перемещаться, когда ты можешь выражать эмоции. Когда ты сидишь, это сложнее. Вот. Но в любом случае это очень рабочий инструмент. Теперь следующее. Над вовлеченностью нужно работать. То есть мы, когда приглашаем людей, вовлеченность – это очень важный фактор, когда человек переходит, да, например, может быть 10 000 у блогера, а лайков 40. И такой,
задумываешься, ну, либо накрутил, либо еще что-то сделал. Но вот как мы обсуждали в начале, что бизнес-профиль может подрубать отхваты, да, снижать их специально, но над вовлеченностью нужно работать. Что такое вовлеченность в Инстаграме? Это не только лайки и комментарии, это еще сохранение, это ваш флажок, это даже флажок, который вы можете сохранить какой-то пост, сделать из них подборку, то есть там про маркетинг, например, услуги. И то есть это очень удобный инструмент. Вот так вот, если ваш пост сохраняют, это увеличивает ваш охват и возможность подниматься в ранжированности ленте наверх. Но это еще не все. Дальше еще интереснее. Это то, когда человек делится через самолетик с другим человеком и говорит: слушай, Кать, а вот почитай этот пост, он очень полезный. И тем самым Инстаграм отслеживает, что вы интересный блогер, ну или профиль, и повышает охваты. Если вы сделали скриншот, даже скриншоты он читает. То есть, когда, знаете, просто мы делаем скрин, он это отслеживает. Ссылка в директе на ваш пост, когда мы нажимаем 3 точки «Скопировать», отправляем человеку. И когда, естественно, в сторис ставит ваше упоминание. То есть ваш ник аккаунта, либо ссылку на ваш пост какой-либо. Вот эта вся совокупность, вся, влияет на увеличение охватов и вовлеченности. Вот все это. Сейчас расскажу, как вообще разговаривать, да, то есть, ну, это почему происходит эта ранжированность ленты, охват и вовлеченность. Вот, это вот молодой человек о том, о чем вы говорили. Прочитать сможете? Вот этот век я написала вам в директ, он прошел. Все. Есть, ну прикинь, извините. Вот представьте такую ситуацию. Вы приходите в магазин, у вас висят 1000 платьев и нет ни одного ценника. И вы, а сколько это стоит? А сколько вот это стоит? Ну, в общем, поняли, да? Если часто возражение, ну я не могу написать, например, цену у меня от 10 тысяч до миллиона, так вы напишите хотя бы, что от какой суммы хотя бы эта услуга стоит от чего-то. И человек поймет, понимаете, например, продвиженец стоит каждый по-разному. Кто 15, кто 20, кто 40, кто 100, кто миллион. И человек, когда заходя к нему на Инстаграм, да, он просто понимает, сможет, да, он с ним работать или нет. И также с любой услугой. Есть услуга парикмахера за 3000, а есть за 10. Смогу ли я себе это позволить? Так вот. Ну, это жутко плохая идея, понятно, потому что всех бесит. Вот правда. Вы теряете лида, потому что лид пришел теплый, он уже готов. А это чаще всего в Инстаграме эмоциональная продажа. Вот он готов в эту секунду отправить тебе на карточку 5000 рублей, например, или записаться. Это вот как раз вопрос, что директ, нужно отвечать в директе нужно отвечать быстро. Потому что он пришел теплый, он в эту секунду хочет купить. Вот в эту. И если вы ответили ему вечером, он может слиться, потому что она написала еще 3 специалистам, потом она думает, да блин, сама дома покрашусь за 200 рублей. То есть здесь нужно брать теплого человека и быстро его обрабатывать. Как увеличивать вовлеченность? Это не только, естественно, да, то есть там просить лайки в комментариях, в постах, да, но когда, например, у вас какой-то информационный пост интересный, вы можете сказать, потому что все стали лайкожадинами. Это есть такое понятие лайкожадинки. Они читают, тебя просматривают, но никак не взаимодействуют. Так вот, этим лайкожадинкам вы говорите, поставь лайк и сохрани меня. Потому что, интересный пост тем-то, это в начале пишется.
Но помимо этого мы еще увеличим вовлеченность всякими интересными вещами. Мы задаем правильно вопросы в конце поста. Но в каждый пост вопрос не надо использовать. И не надо спрашивать вопрос, например, формула квантовой физики номер 5. Вопросы должны быть легкие, вопрос должен быть простой. Может быть варианты ответы «да», «нет», или «отметьте 1, 2», «красный», «зеленый». То есть это та же игра с подписчиком, который приходит к вам, почитал, ответил, и вы увеличиваете увеличиваете вовлеченность. Естественно, можно поиграть на эмоциях и на воспоминаниях. А вот у меня в детстве было так-то. Например, мы там ногти зеленкой красили. А вы красили зеленкой или йодом ногти в детстве? Вот. И это эмоции, это воспоминания. Это людей очень привлекает. Они любят именно играть в это. Задавайте вопросы, играйте. У меня здесь нету слайда. Мы запустили у нас был квест. Мы написали его в форме Шерлока Холмса. У нас было 5 блогеров, которые давали задания у себя в аккаунтах. Но мы его такой тяжелый сделали. Но он был очень интересный. То есть они должны были найти в наших всех постах, публикациях определенное слово из всего текста. Ну, типа, задавайте вопрос. Ну, то есть мы немножко его усложнили чуть-чуть, но люди, которые у нас в этом участвовали, безумно хороший был отклик. Вообще. Они говорят, а мы причем написали тексты прям реально в стиле Шерлока Холмса. То есть прям там целые истории интересные. И люди ради этого приходили и читали. Это игра. То есть это опять же игра, которая вовлекает людей. Мы потом им подарочки подарили маленькие. Так вот, подошли мы к тому моменту, когда нам нужно платить денежки Инстаграм. Потому что сейчас, в данный момент, Инстаграм делает все для того, чтобы вы платили ему деньги. Потому что бесплатный метод